И сейчас мы с вами огласим, заместитель председателя конкурсной комиссии огласит список тех, кто прошел второй этап. Всех, кого сейчас назовут фамилии, вы остаетесь на третий этап собеседования, после которого члены конкурсной комиссии с вами побеседуют и будут, подчеркиваю, рекомендованы для назначения на должность директоров школ. Хочу отметить, что пока у нас конкурс не прошел только в одной школе, мы ее признаем несостоявшейся, потому что не явились претенденты. Я обращаюсь к участникам конкурса. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-либо замечания или предложения по двум прошедшим этапам? Замечаний нет. Уважаемые члены конкурсной комиссии, есть ли какие-либо замечания, претензии по процедуре проведения? Нет. Уважаемый Зарем Султан Хамидовна, прошу вас огласить список тех, кто прошел второй этап. После оглашения фамилий, те, чьи фамилии будут сейчас названы, пожалуйста, после оглашения остаются. Остальным мы будем, наверное, встретимся в следующем конкурсе. Спасибо. Прошли второй этап Мужухоева Лиза Исраиловна, Измайлова Мадина Тугановна, Бузуртанова Замира Хасановна, Даурбеков Иса Джамалдинович, Барахоев Магомед Израилович, Саутиева Ашат Исаевна, Бекова Эсет Курейшевна, Ужахова Хава Магомедовна, Куриева Мадина Курейшевна, Костоева Лейла Измановна, Мархиева Петимат Магомедовна. Сейчас все конкурсанты спускаются на первый этаж, и вы будете приглашены, каждый, на собеседование. Дорогие друзья, поздравляю всех, кто прошел на третий этап. Пожалуйста, спуститесь, не уходите. Мы вас будем по отдельности вызывать на собеседование. Итоги собеседования мы потом вам огласим. Тех, кто не прошел второй этап, прошу не расстраиваться. Вы сегодня действительно получили большой опыт. Это, безусловно, пойдет в вашу биографию. Вы уже знаете процедуру, какие вопросы, сложность этих вопросов, направление этих вопросов, не только по федеральному закону об образовании, но и по трудовому кодексу, по бюджетному кодексу. У вас было очень много вопросов. Безусловно, вы получили хороший опыт. Желаю вам успехов. Спасибо за участие в конкурсе. Мужухоева Лиза, останьтесь, пожалуйста. Следующий, кто у нас? Следующий назовите. Мужухоева остается. Следующий Измайлов, далеко не уходите. Остальных прошу спуститься на первый этаж. Там для вас и столовая, и чай, и кофе, пожалуйста. Присаживайтесь. Представьтесь, пожалуйста. Смотри, чтобы шума не было там. Мужухоева Лиза Исраиловна. Не включенные? Да ничего, мы слышим. Мужухоева Лиза Исраиловна. Мужухоева Лиза Исраиловна. Окончила Северо-Кавказский государственный технический университет. Достаточно громкость, о которой я говорю? Вам громкость достаточно или мне в микрофон говорить? Мужухоева Лиза Исраиловна, Северо-Кавказский государственный технический университет, Орджоникидзевское педагогическое училище номер 1, специальность учитель начальных классов. Является исполняющим обязанности школы-гимназии Марьям, на которую она претендует на должность директора.
Есть ли у кого-либо вопросы? Задайте, пожалуйста, вопрос. В должности директора исполняли обязанности... Да, говорю. В должности исполняющего обязанности директора вы работали сколько времени? 4 месяца. 4 месяца, да. Вот за это время скажите, пожалуйста, как вы проводите и проводили ли внутришкольный мониторинг качества образования? У нас нулевой, полугодовой и годовые срезы административные, это обязательно. Это мы делали, я делала, когда была заместителем директора. Мы это продолжаем делать. ВПР. Я сейчас говорю не о контроле качества образования, я говорю о мониторинге качества. О качестве образования? Мониторинг качества, да. Ну, таким образом и проводим. По срезам. Ну, сейчас вы говорите о контроле качества образования, то есть на основании данных, которые получаете вы путем проведения мониторинга, да? Правильно? Да, ведем мониторинг, и уже не первый год. Это разные понятия, поэтому... Вопросы. Можно так задавать вопросы, мы же друг друга слышим. Давайте. Порядок увольнения работника можете объяснить? Как увольняются работники по трудовому законодательству? Как увольняем? Да. Если эта инициатива исходит с нашей стороны административной, так? А если есть какое-то нарушение, даем замечание. Но мы не увольняли. Так сказать, я не увольняла никого, но порядок таков. Сначала замечание, потом выговор. Если есть, конечно, основания, есть за что, есть причины. Процедуру скажите. Процедуру. Ну, до того, как применить дисциплинарное Беседу взыскание, ведем, естественно. что вы должны сделать? Провести беседу, Беседу, да? конечно. На самом деле вы должны сначала издать приказ о проведении служебной проверки, взять объяснительный. Скажите, пожалуйста. А это мы нет. делаем, естественно, Да, только когда да. даем замечание. Пишут объяснительную, а до этого... Скажите, пожалуйста, чем определяется режим занятия обучающегося и его нагрузка? Режим занятий. Учебная нагрузка и режим занятия обучающегося в школе чем определяется? Вот вы чем определяете это? Режим. Учебная нагрузка, количество часов, закреплено Чем за каждым. определяется это? Тоже приказом. Нет. Хорошо, неправильный ответ. Задам вам другой вопрос. Я просто... На кого возлагается создание условий для получения детьми среднего полного общего образования, согласно Семейному кодексу Российской Федерации? Я не... Не знаете, да? Я же Послушали. Не знаете, да? Нет, Я же подчеркнул если слово. можно повторить, пожалуйста. Вопрос. На кого возлагается создание условий для получения детьми среднего полного общего образования, согласно Семейному кодексу? Научное определение дайте мне, пожалуйста. На кого возлагается? Хорошо, не знаете, Да. не ответили вы. А скажите, пожалуйста, вот у вас есть выговор, объявленный министром образования 9 или 10 декабря. На вас, на директоров школ, была возложена ответственность за участие ваших учителей, в том числе и детей, на итоговом сочинении, изложении как условий допуска к ЕГЭ. За то, что ваши учителя приехали в один из пунктов проведения ЕГЭ, итогового сочинения, извиняюсь, ваши учителя удалились, тайно удалились, кажется, в столовую, нашли какие-то бейджики, и они там сидели, писали сочинения. После этого я вас просил уволить этих директоров за грубое нарушение порядка проведения итоговых сочинений, и вам был объявлен выговор. Как вы это объясняете?
Ну, как можно это объяснить? Конечно, я считаю, что учителя сделали неправильно. Мы, прежде чем отправить, это были классные руководители 11 класса, они были просто сопровождающими. И прежде чем они уехали, мы их ознакомили, конечно, с тем... Потом вы пришли и сказали, обычно вы даже возмущались тем, что их поймали, и вам объявляется выговор. Юсуф Баширович, это классные руководители, преподаватели. Вы их уволили? Конечно. И в середине года потерять классных руководителей и преподавателей 11 класса... Классных руководителей, нарушающих федеральный закон об образовании? Я считаю, же они конечно, детей у вас учат? Я считаю, что это неправильно. Мы в тот же день, когда приехали эти учителя в нашу гимназию, я еще тогда не знала, что мне нужно их уволить. Мы с вами не говорили об этом, мы с вами не виделись. Но они получили, это позже уже мне сказали, что их нужно уволить. Мы в тот же день дали им выговор. Но вы прибыли в пункт и чуть ли не защищали. Хорошо, понятно. Чисто как руководитель, и потому что я знаю, что терять в это время года учителей, это, конечно, наверное, каждый учитель которые знает. за детей пишут, обманывают этих же детей и обманывают. Ну, Учителя обманывают человеческий детей. фактор сработал, наверное. Я их не защищаю ни в коем случае. Хорошо, скажите, пожалуйста, нормативное определение дайте, что является предметом регулирования федерального закона об образовании в Российской Федерации. Нормативное определение дайте мне, пожалуйста. Закон об образовании? Да, федеральный закон. Что является предметом регулирования федерального закона об образовании? Федеральный закон об образовании, который каждый день вы руководствуетесь. Да, предметом регулирования. Есть у кого еще вопросы? У меня есть вопрос. Вы большим стажем руководитель, да, вы исполняли обязанности, но в течение ряда лет исполняли обязанности. И вы знаете, что сегодня актуальнейшая тема, которая стоит внутри образовательной организации, это прежде всего что у нас? Вот вы не поверите, даже вопроса не слышу, настолько я волнуюсь. Качество образования, конечно, если бы я была более в спокойном состоянии, конечно, бы я и вопросы слышала бы и знала бы на них ответы. Но вот это, наверное, издержки профессии. Много лет, я больше 30 лет работаю в школе, поэтому, конечно, нервы уже... То есть ваши учителя пытались исказить качество образования ваших детей, да. сидя в столовой, писали за них Вы знаете, сочинения. для меня это, если честно, было очень неожиданно. Очень неожиданно. Я это не приветствую, естественно. Все, извините. Все, хорошо. Измайлова Мадина. Это на какую школу? Тоже Измайлова Мадина. Чеченский государственный университет, специальность педагогики и методика начального образования, работает учителем начальных классов в гимназии города Марьям. Ответила, прошла успешно второй. Скажите, пожалуйста, ну сколько она? Измайлова. 22 вопроса. Отлично. Прошла. Есть у кого вопросы? Измайлову Мадину я знаю. Активный человек. Вот до сих пор и сейчас сидит, улыбается, бодрая, не волнуется, как предыдущие. Волнуюсь страшно. Ничего, не надо волноваться. Вы должны уметь разговаривать с аудиторией, вам доверены дети. Да. Это очень важно. Есть какой-нибудь вопрос? Мадина, у меня к вам вопрос. Вы учитель начальных классов, вы понимаете, да, что вы сейчас абсолютно меняете компетенции после того, как становитесь руководителем. Поэтому в этой связи у меня к вам такой вопрос. С чего вы начали вы сейчас свою деятельность при положительном таком расположении, да? Как бы вы сейчас начали свою деятельность в качестве директора школы? С чего вы ее начали? Вот так я поставлю. Для меня важно, чтобы собрать коллектив, который сейчас многие учителя у нас ушли. За эти несколько лет ушло очень много хороших учителей. Ушли по каким-то причинам, но все-таки зависящим и от директора тоже. Вот эти причины зависят. Я бы собрала бы учителей, которые ушли.
Потому что я знаю, многие хотят вернуться. Очень многие хотят вернуться. Мне важен коллектив сейчас именно. Потому что там учатся и мои дети. Все-таки мне важно, кто их будет учить. Ваши дети учатся в той же школе, где вы преподаете, да? Да. Хорошо. Замечательно, замечательно. И мне именно нужен коллектив, чтобы был хороший коллектив. Команда мне нужна на самом деле. Как бы сформировали свою... У меня уже есть наметки, да. Мне страшно на самом деле. Но мне нужна моя команда на самом деле. У меня есть наметки. Мне нужно просто, чтобы каждую дисциплину еще нужно наладить в нашей школе. Да. У меня должна быть в школе дисциплина именно сейчас. Потому что сейчас на самом деле вы просто не знаете, что там. Но мы знакомились. Мне нужна дисциплина и в коллективе, в педагогическом, и в ученическом тоже. Мы знакомились с вашей программой развития, которую нам представили на конкурс. У нас все конкурсанты представляют программу развития в случае, если они пройдут конкурс. Ну, весьма интересна у вас программа, много новаций. Есть еще вопрос какой-нибудь? Вот это. Да, Мадину Тугановну я знаю тоже очень хорошо. Будучи, когда мы проводили мониторинг в школе, ее учащиеся показывали неплохие результаты. К тому, что говорила сейчас Мадина Тугановна о кадровом резерве, это одна из составляющих руководителя. Но хотелось бы спросить у вас, Мадина Тугановна, руководители, кадры — это да, а вот качество образования, как вы будете подходить к тем моментам, которые вы будете регулировать как на базе вот уровня начальной школы? Ведь вы знаете, что начальная школа является фундаментом всего. И я думаю, что просто, может быть, мои еще предложения к тому, что если человек, который дает хорошие фундаментальные знания на базе начального уровня, я думаю, что и ну так будем считать, если вдруг даже вы станете руководителем, что вы эту тенденцию о том, что переход с начальной школы в среднее звено и плюс старшие классы, итоговая аттестация, это будет на первом месте у вас. Это должно быть, да. Вот сейчас у меня 4 класс, и мои дети идут в 5 класс. И я уже сейчас переживаю, как у них вот эта адаптация пройдет, потому что за свой класс я переживаю действительно. Да, ну, конечно, здоровая атмосфера в коллективе, этические отношения и качество знаний обучающихся. Туган. Туган. Спасибо, Владимир Туган. Идите, мы вам решение комиссии огласим. Так, пригласите, пожалуйста, Бузуртану Замиру Хасановну. Это тоже. Да, да. Не будете приближаться к ним. Ближе приблизитесь. Ничего, мы слышим. Оставьте, пожалуйста. Мы слышим. Оставьте, больше не надо подходить сюда. Бузуртанова Замира Хасановна. Северо-Осетинский государственный университет, специальность преподавателя русского языка и литературы, владеет английским языком, владеет немецким языком, является исполняющим обязанности в школе, на которой она претендует занять должность директора. В какую школу? Государственное бюджетное образовательное учреждение, 8-я школа, общеобразовательная школа, СП Сагапшин. Сагапшинская, 8-я школа. Поправку хотела внести. По итогам участия ваших выпускников ЕГЭ у вас очень серьезных провалов нет. ОГЭ, да, ОГЭ. В принципе, все. Все 34 лично ученика. У меня, как у министра, претензий, как ваши дети проходят ОГЭ за 16-й и за 17-й год, в принципе, у меня нет. Пожалуйста. Потому что я, как Сагапшинская 8-я основная школа у нас была до Замиры Хасановны, мы все знаем, которые работали ранее, какая эффективность работы Замиры со времен Замиры Хасановны, насколько улучшился уровень образования в этой школе и насколько улучшилось дополнительное образование, поэтому я считаю, что
действительно она заслуживает быть директором школы. Это действительно, это так. Из уст заместителя министра образования это звучит очень обнадеживающе. Есть еще какие-нибудь вопросы? Сколько было? Скажите, сразу же докладывайте, пожалуйста, сколько у них было. Да, 22 это хороший показатель. Да, в прошлый раз первый этап вы не прошли. Поздравляю вас. Готовьтесь все время. И самообразованием занимаетесь. У вас в программе, которую вы представили, у вас очень много вы говорите о самообразовании детей. И директора постоянно занимаются повышением квалификации. Вы встали, как я говорю, скоро мы делегацию отправляем в Москву, лучшая школа Москвы на обмен опытом. Если вы, конкурсная комиссия, примет положительное решение, я предлагаю вам в составе делегации Республики Ингушетия поехать в лучшую школу Москвы и Московской области для обмена опытом. Очень хорошее предложение для самообразования, в основном самое главное. Насчет учителей я хотела, с вашего позволения, если вы позволите, у меня очень хороший, дружный коллектив. У нас 14 учителей из 58 человек всего занимается обучением учащихся. Из них 14 почетных работников, есть заслуженные работники. Все, кто преподает в ВГОС, прошли, соответственно, курсы повышения. Мы вот на этот счет уделяем большое внимание и следим за порядком, за последовательностью прохождения курсов обучения учителей. Вот у вас надо помнить, что вы английский и немецкий язык самостоятельно учили, да? Читаете, переводите. Да. Хорошо, есть вопросы? Так, спасибо. Пожалуйста. Так, Даурбеков Иса Джамалдинович у нас следующий конкурсант. Пригласите его, пожалуйста. Так, следующий участник конкурса у нас Даурбеков Иса Джамалдинович, исполняющий обязанности директора школы номер 30 Малгирекского района. У меня вопросов к Исе нет. Если член конкурсной комиссии, прошу вас задавать вопросы. Ису Джамалдиновича я знаю очень ответственного, очень активного и мобильного руководителя, который все свои качества проявил в период проведения ЕГЭ в 15, 16 и 17 годах, и не было ни одного замечания по процедуре проведения ЕГЭ там, где Иса Джамалдинович был руководителем пункта или членом Государственной экзаменационной комиссии. У меня вопросов к Исе нет. В принципе, если такую характеристику дает министр образования, нам никаких дополнений быть не может. Но я немножечко под другим креном хотел бы подчеркнуть, что он не только всем этим владеет, Юсуф Баширович, он еще активно всем этим делится. Он у нас самый активный лектор при подготовке именно лиц, задействованных в проведении кампании ЕГЭ. И не было случая, чтобы он отказал, не было случая, чтобы не пришел и не делился своим опытом. Потом большое спасибо. Ну и я как бы знакома давно с опытом работы этого претендента. Поэтому, конечно, если смотреть на школу в тот момент, когда он брал руки в вожжу, правильно, и смотреть сейчас, чего эта школа достигла, ваши результаты заметны. У меня не вопрос, а просто благодарность. У меня все-таки будет вопрос по хозяйственной части. Благодаря усилиям руководства республики ваша школа получила значительное количество технологического оборудования, самого современного. Просто как в рабочем порядке, доложите, пожалуйста, вы уже приняли акт, там, распаковываете, устанавливаете. Как у вас там дела в школе? Добрый день, председатель конкурсной комиссии, члены конкурсной комиссии. Просто на сегодняшний день у нас производится завоз оборудования. На сегодняшний день там установлены сегодня 22 интерактивные доски, отлично. Проекторы, оснащен пищеблок, есть оснащение спортивного зала.
в основном вот все эти строительные процедуры у нас вот в понедельник должны приехать люди, которые будут уже делать монтаж в актовом зале, будут устанавливать там экраны, проекторы и мобильные вот компьютеры в классах у нас, в классных помещениях. И у нас еще есть 2 мобильных компьютерных класса, которых я могу похвастаться, где на всероссийском конференции люди приезжали, говорили, что они достигли того, что у них есть мобильные классы. У нас есть в республике уже школы, где есть вот эти 2 мобильных класса. Конечно, хотелось бы выразить огромное спасибо нашему руководству республики и министру образования, и главе республики, в том, что помогли мне как-то вот оснастить нашу школу. Спасибо всем. Юрий Иванович, это вам не помогали, это наша обязанность работать. Ваша школа, я думаю, на сегодняшний день является самой оснащенной школой. Желаю вам успехов. Может быть. Вы не уходите, потому что вас пригласим всех. Так, Барахоев Магомед у нас следующий участник конкурса. Пригласите, пожалуйста, Барахоев Магомед. Барахоев Магомед является исполняющим обязанности директора СОЖ номер 5 села Икажево Назрановского района. 25 правильных ответов из 30. Это очень хороший показатель. В прошлый раз у нас конкурс не состоялся в этой школе, потому что не было претендентов. Барахоев Магомед был единственный. Наверное, все ваши претенденты испугались с вами конкурировать. Не знаю, с чем это связано. Магомед у нас неизменный руководитель пункта проведения ЕГЭ. Успешно справляется. При мне был несколько раз похвален главой республики Ингушетии Юнусбеком Бамидгареевичем Евкуровым за то, что активно... Сколько? 4 года подряд. 4 года подряд вас глава республики хвалил, да? Ну, видите ли, после этого есть ли какие-нибудь вопросы? Давайте, задавайте вопрос. Хотелось бы узнать скажите нам, оценка качества образования, все-таки это важный вопрос. А что подразумевает эта оценка, что туда входит? В оценке качества образования я бы, например, взял бы свой личный опыт, опыт той школы, которую я сейчас возглавляю. Мы делаем большой акцент на объективность оценивания, потому что это очень большая, это на сегодняшний день, я считаю, самым важным. Это объективность оценивания учащихся. А что туда входит в оценке качества образования? Это независимое и тестирование, независимая оценка самого качества. То есть это и организация питания, да. И еще? Организация, понятно, я понял ваш вопрос. Это и организация питания, это здоровьесберегающие технологии, которые должны быть обязательно присутствовать. Это соблюдение санитарных норм по Санпину. И еще? И само образовательное... То есть это реализация, по обеспечению? Да, по обеспечению. У меня есть вопрос по поручению главы республики. Было дано поручение проложить асфальтированную дорогу к вашей школе. Она новая совсем школа, дорога проложена, да? Я видел там уже. Она проасфальтирована. Никаких проблем для детей, подход, никаких проблем у вас нет. У нас отдельно сама асфальтированная дорога, и отдельно мы еще тротуар проложили. И тротуар, и дорога к школе есть, да? Никаких буквально неделю назад для детей нет. Теперь все в ваших руках. Пожалуйста, обеспечьте качественное образование наших детей и самообразование, переподготовку наших учителей. Качественное образование невозможно без высокого уровня качества преподавания. Поэтому здесь же присутствует и ректор ИПК. Да, вот. Магомед, один вопрос. Какой документ регламентирует ответственность руководителя за профессиональную подготовку кадров? За профессиональную подготовку кадров это, секундочку, положение
Да, 273 закон об образовании, правильно? Конечно, в 273 законе прописано, что за уровень, профессиональный уровень качества подготовки педагога отвечает руководитель школы. Да. И я полагаю, что вы сами очень в этом плане ответственный человек, и думаю, что вот этот контроль вы уже будете нести, да, в соответствии с 273 законом. Да, мы над этим работаем. Есть еще вопросы? Магомед, мы не знаем, какое решение примет конкурсная комиссия и что они будут по вашей кандидатуре рекомендовать министру образования, но все равно я вам желаю успехов. Ваши успехи заметны, очевидны. Продолжайте в том же духе. Спасибо. Саутиева Ашат Исаевна, пожалуйста, пригласите. Да. Саутиева Ашат Исаевна, сколько у нее правильных ответов? Скажите, пожалуйста. 22 правильных ответа, хороший показатель. В настоящее время является исполняющим обязанности школы номер 12 ИНАРКИ, окончил Ингушский госуниверситет в 2007 году по специальности педагогики и методики начального класса образования. Учитель начальных классов, работала. Государственные ведомственные награды — это серебряная медаль «Росточек мир спасут дети», орден «Волонтерская доблесть», нагрудный знак «Эффективный руководитель» 2016 года, серебряная медаль «Патриот России», грамота за первое место в региональном этапе всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя, почетный работник общего образования Российской Федерации, владеет французским, английским языком, читает и переводит с английского и французского языков. По итогам участия в ЕГЭ выпускников этой школы у нас больших замечаний нет. Аттестат не получивших у нас в этой школе нет. Все дети получают аттестат. И поступаемость у вас, ну, проценты можете сказать, поступаемость у вас детей из выпускников? Процентов 70-75. Да? Хорошо. У меня вопросов нет, если есть коллеги, могут задать. Средняя общеобразовательная организация СП-ИНАРКИ, это именно 12-я школа, является одной из ведущих школ среди школ сельской местности. И действительно очень много победителей и олимпиад. И действительно, данный руководитель достойно перенял эстафетную палочку предыдущего руководителя и идет по тому же пути. И я считаю, что действительно этот руководитель достойно стать на утверждение, потому что и дополнительное образование в школе присутствует, и основное образование на уровне, и уровень педагогов, эффективность образования на высшем уровне. Я думаю, что... Хорошо, есть еще вопросы? Давайте тогда отзывы о вас, заместитель министра образования, хорошие. И послужной список у вас весьма внушительный. Конкурсная комиссия голосованием определит дальнейшее решение по вашей кандидатуре. Спасибо. Пригласите, пожалуйста, Бекова Эсет Курейшевна. Бекова Эсет Курейшевна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой, владеет английским языком свободно, послужной список воспитатель, была мастер производственного обучения в Политехническом колледже, преподаватель в Политехническом колледже, руководитель отделения по профессии преподавателя начального класса и дошкольного образования, заведующий отделением по подготовке специалистов среднего звена. В настоящее время является исполняющим обязанности школы номер 12 в городе Назрань, это что называется за Алханчурским каналом в районе новостроек. В период строительства школы исполняла обязанности
ну, проявила себя, я хочу подчеркнуть, что очень положительно. На открытие школы приезжал заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Геннадьевич Хлопонин. С моей точки зрения, Эсет Курейша у нас и с открытием, и общение с зампред правительства Российской Федерации справилась достойно. Но я вопросы задавать не буду, потому что мы с Эсет Курейшевной выпускники с одного университета. Ярославский государственный педагогический университет имени Ушинского. Эсет Курейшевна окончила этот вуз, очень близкий, родной мне вуз, через 13 лет после того, как я его окончил. Так что я пока, чтобы не показаться субъективным, я вопросы задавать не буду. Значит, Курейшевна, приятно, что в образовательной организации сейчас начинают приходить люди, которые занимаются наукой. Потому что, безусловно, все изменения, которые сейчас происходят, нужно иметь определенный ум, определенную стратегию для того, чтобы решать те задачи, которые есть. Скажите, пожалуйста, вы себе четко представляете, да, сейчас те изменения, которые стоят перед общим образованием, именно средним общим образованием, потому что вы пришли как бы со среднего профессионального. И скажите, пожалуйста, есть ли определенные проблемы, которые вы считаете, вам нужно преодолеть в себе для того, чтобы стать уже руководителем именно школы? Вы знаете, я исполняющим обязанности являюсь в этой школе уже с 28 сентября, и поэтому все те трудности, которые были возложены, мы справились с ними. Школа у нас открыта, но учебный процесс у нас не начался. В первую очередь я планирую, мы с вами знаем, что в первую очередь мы должны уделить на качество образования, да? Это, я считаю, самым главным, на мой взгляд, как можно решить такую серьезную, амбициозную задачу. Это первое, путем создания условий, необходимых ученику, школьнику для того, чтобы получить эти необходимые знания в стенах этой школы и сохранить их в последующем после школы. Второе, я собираюсь набрать учителей, сильных учителей и воспитателей, которые на современном уровне будут решать педагогическую задачу на принципах педагогики успеха. Третье, это усовершенствовать программу стимулирования и материального стимулирования педагогов. Будет полное взаимодействие семьи и школы, я считаю это немаловажным. Далее будет оснастить материально-техническую базу образовательной организации. На мой взгляд, чтобы повысить, я все-таки считаю, что самым главным в школе, в образовательном учреждении, это учителя, которые дают непосредственно знания этим детям. И поэтому каким образом можно повысить уровень образованности этих учителей посредством курсов повышения квалификации. Это будет дистанционное обучение, это будут всевозможные вебинары, где мы будем активно ходить на эти вебинары и перенять опыт. В принципе, у нас школа только открывается, можно посмотреть, в каких школах работают почетные работники нашего образования, перенять у них опыт, методику преподавания определенного предмета. Уважаемые коллеги, я забыл добавить, что Эсет Курейшевна, у нас школа открывается очень, то есть скоро открывается школа. Вот программа развития вашей школы, которую нам оглашают, у вас там очень много внимания вы уделяете развитию кружковой работы, кружков. Просто не в качестве вопросов, как конкурсант. Сколько кружков вы планируете в У нас школе? мы кружков планируем по обработке металлов. 7-8 кружков мы планируем в этой школе. Хорошо. Будут создаваться кружов. Знаете, вы практически исчерпывающе ответили на первый мой вопрос, я вам очень благодарна. И единственный второй вопрос. Мы знаем, что у нас были стандарты первого поколения, и вот теперь мы будем работать, все и работаем в стандартах второго поколения. У вас этот вопрос стоял в тестировании. Что принципиально меняется? Что лежит в основе стандартов второго поколения? Это системная деятельность, деятельностный подход, да? Здесь в полном взаимодействии будут находиться как учителя, дальше родители в том числе. Дальше мы планируем, я бы хотела немножко акцентировать внимание на том, что
Мы вот на дополнительное образование тоже будут всевозможные по интересам кружки детей, будут ИЗО-студии, в силу того, что у нас немножко изменились представления по, как вам правильно выразиться, именно патриотическое начало наше у детей не особо остро выражено. Хотим в школе создать тоже музей, это будет боевая слава России и наши башенные комплексы под названием. Значит, будут приглашаться очень интересные люди для того, чтобы... Еще я хотела бы отметить, что у нас в школе будет работать педагог, психолог, обязательно логопед и социальный педагог, потому что я считаю, что эти 3 единицы, они будут способствовать тому, чтобы ребенок полноценно получил образование. Если это психолог, мы считаем у нас, вообще считают ингуши, что если ребенок идет к психологу, в том числе и взрослый человек, что он социально опасный или неадекватный, это не так. Это очень много детей, мнение. это ошибочное мнение, очень многих детей, в силу того, в какой семье растет этот ребенок, психическое состояние, оно разное. Поэтому я считаю, что психолог посредством того, что у нас будет кабинет психолога, где будет релаксационная музыка, которая будет успокаивать, посредством словесного метода, то есть вербального метода. И логопед, я хотела бы отметить, что будет обязательно логопед, потому что у многих детей нарушение, значит, звукобуквенного анализа речи, они допускают очень много. У меня ребенок такой, мой младший сын, он хоккеист, он допускает ошибки, потому что он буквы не слышит, и в результате у нас плохая оценка выходит. Хорошо, что у вас есть Поэтому логопед будет очень активно работать в каком смысле слова? Он будет сидеть на уроках, выявлять этих детей, он будет правильно выстраивать либо индивидуально, либо коллективно такую работу, для того, чтобы потом в последующем у этого ребенка не было этих проблем, по крайней мере, было меньше. Я не думаю, что их вообще не будет, но их будет меньше. И в таком вот ракурсе, если мы... Дайте нам Можно я скажу? Хочется все-таки много сказать. У вас очень много, если конкурсная комиссия примет положительное решение, у вас очень много времени будет поделиться своими идеями. Я считаю, что то, что я озвучила, если у нас получится воплотить в реале, да, именно направление этой школы, что наша школа будет не самая последняя, если не первая. Ваша школа должна быть одна из лучших, достойная. Я вам обещаю, что будет достойная и не Желаю самая вам последняя. успехов. Спасибо вам огромное. Баркалда, Ряслаш. Пожалуйста, пригласите Ужахову Хаву Магомедовну. Ужахова Хава Магомедовна, историк-преподаватель. В 1998 году окончил Государственный университет, Чеченский государственный университет. Почетный работник общего образования Российской Федерации. Читает и свободно переводит и владеет английским языком. В настоящее время является заместителем директора, исполняющий обязанности. Вы были заместителем директора, исполняющий обязанности в школе номер 4. Я хочу сказать, что исполнение обязанностей директора на Хаву Магомедовну было возложено приказом Министерства образования, один из самых сложных моментов у нас в учебном году. То есть прямо буквально в середине сентября, самое начало. И я очень много волновался, думал, справится ли Хава Магомедовна, потому что бывший директор прямо в середине месяца ушла была переведена на другую работу. Очень хорошо, быстро погрузилась в тему, без каких-либо проблем мы начали учебный год. И вот за это время лично у меня никаких замечаний к Хаве Магомедовне не было. Так. Работала заместителем директора и в 5-й школе, и в 1-й школе. Да, послужной список здесь очень весьма обширный. Длительное время жила и работала в школе в Красноярском крае, и воспитателями, и учителем, и помощником воспитателя. То есть биография очень большая. Есть ли у кого-нибудь вопросы? Хава Магомедовна, приятно вас слышать и видеть. Да, обидно немного, что не прозвучало, что вы столько лет были методистом Института повышения квалификации. Мне кажется, вам есть чем гордиться, и свой основной опыт, который вы приобрели именно будучи в этой должности.
Единственное, что бы сказала, независимо от того, в сентябре, в октябре, когда вы в школу не вошли, должность методиста, она накладывает очень широкий диапазон на работника, да, и это позволяет, конечно, человеку сразу видеть суть вопроса, которым он занимается. Я полагаю, что вы, конечно, прежде всего должны обратить внимание в этой школе на качество образования. Мы были как раз накануне, вы были в составе нашей выездной комиссии, когда мы приезжали по результатам итоговым ГИА, вы помните, да? И результат, конечно, это был просто ужасающий, и нам стоит, конечно, сейчас обратить внимание на качество образования. И в этой связи у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас уже одно дело исполнять обязанности, совсем другое, когда вы уже становитесь хозяином и четко должны ставить задачи и реализовывать их. Как вы себе представьте, с чего вы начнете? Я так поняла, что коллектив у вас тот, который был, остался, правильно? Какую вы сейчас для себя видите основную задачу для того, чтобы изменить ситуацию с качеством образования именно в 4-й школе города Назрань? Дело в том, что для того, чтобы изменить это отношение к системе образования, именно в нашей школе, эта школа достаточно очень серьезная и очень находится в сложном районе. Там абсолютно консервативно настроенное население, которое настолько несерьезно относится к образованию. И я бы очень хотела, у меня там два направления очень серьезных. Во-первых, это работа непосредственно с кадрами. Естественно, повышение квалификации на первом месте. Поэтому даже за те учебных полгода, которые были, наши учителя постоянно находились в Институте повышения квалификации на повышении квалификации. Второй момент – это работа непосредственно с родителями, потому что родители, как опекуны, больше заинтересованы. И третье направление – это работа с детьми. Спасибо. Спасибо, в принципе, вы ответили. И скажите, пожалуйста, внешний аудит, мы знаем, да, все изменения, которые сейчас проходят. И второй у меня вопрос. Внутренний аудит, в рамках внутреннего аудита, что вы запланировали вот по работе, именно направленном на качество образования? То есть важно прийти к итогам, результатам, правильно? Естественно. Дело в том, что у нас, во-первых, это контроль со стороны администрации школы, причем это еженедельный контроль, ежедневный контроль, и второе направление – это промежуточные контрольные работы. Все это будет уже находиться непосредственно под контролем, в очень жестком режиме. Руководитель Рособорнадзора, ныне заместитель министра образования Российской Федерации, буквально недавно, в сентябре месяце, собирал общественность, и вопрос, общественность именно управленческую, вопрос, который поднимался, это был вопрос, касающийся внутреннего инспектирования. То есть это вопрос непосредственно связанный с должностью директора школы. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, будете ли в этой части, вы в своем документе, основном ООП, усиливать этот блок? Или вы его пока оставляете в том виде, в каком он есть? Потому что мы эти документы видели, предыдущие, я поэтому ставлю этот вопрос. Нет, этот блок изначально уже усилен, моим предшественником. Так. Он изначально усилен, я просто сейчас выполняю тот план, который у нас уже был запланирован. Он действительно был усилен. По сравнению с тем, что мы видели действительно в прошлом году, я была с вами в качестве этой комиссии, поэтому, да, там много изменений. Все, у меня нет вопросов, спасибо. Я хотела спросить, Хава Магомедовна, ваши обучающиеся в прошлом году, в 2017-м, принимали участие во всероссийских проверочных работах. Результаты вам известны, в личный кабинет вы получили результаты. Скажите, пожалуйста, какая работа вами проделана вот за короткий период в течение месяца? В течение месяца они занимаются, даже в каникулярное время они у нас занимались непосредственно подготовкой. То есть мы и каникулы, и дополнительные занятия проводим для наших детей. Это обязательная работа. Никто от нее не отказывается. Уважаемые коллеги, хочу сказать пару слов про Хаву Магомедовну. Если вы помните, нам с вами довелось работать вместе в одной школе. Поверьте мне, у меня только положительные воспоминания о нашей с вами работе в школе. Хаву Магомедовну помню как отличного учителя. Да, в дальнейшей своей трудовой деятельности я с вами сталкивался уже по вашей работе в Институте повышения квалификации. Помню, как заметила сама ректор
Фатима Нажмудиновна, вы успешно справляетесь с работой и в Институте повышения квалификации. Я уверен, что опыт, который вы получили и в своей работе в школе, и в Институте повышения квалификации, он вам, безусловно, пригодится в вашей работе. Я вам желаю удачи, успехов. Если вдруг вы сегодня станете директором, я уверен, что комиссия примет правильное решение. Интересно. Есть еще вопросы? У вас уже есть опыт работы в Институте повышения квалификации, и на вопрос, который я задала ранее, исчерпывающего ответа я не услышала предыдущим непосредственно конкурсантам, поэтому хотела задать вам этот вопрос. Скажите, пожалуйста, чем отличается мониторинг качества образования от контроля качества образования? Контроль качества предполагает итоговые результаты. Мониторинг предполагает отслеживание, как происходит, что происходит и то где. Это сбор информации, да, это сбор информации, где четко можно показывать и его можно менять. То есть мы соответствующую эту информацию используем при контроле, да? Хорошо. Фарка. Так, если нет вопросов, Мадина Курейшева, извиняюсь, Хава Магомедовна, желаю вам успехов. Решение конкурсной комиссии после голосования будет озвучено. Спасибо. Даже став. Так, пригласите Куриеву Мадину Курейшевну. Пожалуйста. Что? Да, у меня здесь следующий лежит конкурсанты, поэтому я... Куриева Мадина Курейшевна, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. В 1998 году окончила университет по специальности педагогии, преподаватель русского языка и литературы. Свободно владеет и переводит с английского языка. Это так? Анкете. Является почетным работником общего образования Российской Федерации. В этой же школе начинала свою трудовую деятельность в 1988 году даже аж. Затем 7 лет была заместителем директора по учебно-воспитательной работе, сегодня является исполняющей обязанности этой же школы. Я хочу сказать членам конкурсной комиссии, что вы знаете, что в период проведения ЕГЭ у нас нет некоторых пунктов проведения, бывают нарушения. И наши выпускники, школьники там шпаргалку или телефон заносят. И некоторые замечания бывают по процедуре уже к нашим коллегам проведения, к нашим коллегам, которые проводят ЕГЭ. В 2017 году при проведении 3 экзаменов в Барсукинской школе номер 1 не было зафиксировано ни одного замечания, даже школьники, ни один человек, ни со шпаргалкой, ни с телефоном не заходил, ни одного случая нарушения процедуры проведения со стороны организаторов не было. Именно в этот период Куриева и была директором этой школы. Думаю, львиная доля заслуги в этом месте и Куриевой Мадины. Одна из самых красивых школ нашей республики, да? Это да. Хорошо содержится чистота, санитарное состояние, прилегающие территории. Да. Стадион, все соответствует. Стадион у вас, ворота установили, вы футбольные да. ворота, у вас там они без сетки стояли, я поручал сетку установить на футбольных воротах. Спасибо. Есть у кого-нибудь вопросы? Я хочу сказать следующее. Мадина Курейшевна – это человек, который в беседе о том, если ее желание подать кандидатуру на должность директора, у нее было отрицательное ее мнение. И вы знаете, я задалась вопросом, а почему, если человек исполняет обязанности директора и выполняет функции заместителя директора, почему исправляется? Нет такого желания. Вы знаете, это очень скромный, очень ответственный человек, который знает свое дело изначально. И что мне понравилось, мы были в этой школе и в период проведения государственной итоговой аттестации, и на проверку выезжали, когда она владеет буквально всем, начиная от порога. Это самое главное, самое важное, потому что хозяйственные вопросы держать на контроле, плюс качество знаний, чтобы было на уровне, и очень этичное, корректное отношение к каждому
педагогу и каждому работнику этой школы, это очень самое главное. Потому что у нас все проблемы в основном в некоторых школах из-за того, что руководитель не находит общего языка с подчиненными своими. А это самое главное, когда человек чувствует себя частицей вот этого коллектива. Я желаю Мадине Курешевне успехов, если вдруг удастся, как говорится, повезет, и она будет теперь уже директором школы. Есть вопрос какой-нибудь? Мадина Курешевна, мы вас пригласим во время оглашения результатов голосования конкурсной комиссии. Желаю вам успехов. Спасибо. Пригласите, пожалуйста, Костоеву Лейлу Эзмановну. Присаживайтесь, Лейла Измановна. Костоева Лейла Измановна окончила университет в 1986 году по специальности география, преподаватель географии, почетный работник общего образования Российской Федерации. Работала длительно, биография, в принципе, нормальная, внушительная, учитель географии, биологии, организатор внешкольной работы, внеклассной работы, методист районного методического кабинета, учитель географии Сошного и Кажева, воспитатель группы продленного дня. Ну, в принципе, есть у кого-нибудь вопросы? Лейла Измановна, неоднократно я выезжал по долгу своей работы в вашу школу. Уважаемые коллеги, по отзывам жителей населенного пункта вашего, мне кажется, вы справляетесь со своей работой. У вас, конечно, участок тоже не самый простой. Скажите, пожалуйста, как у вас организована работа с родительской общественностью? Именно в стенах вашей образовательной организации. Как вы работаете с родителями? Мы, конечно же, тесно связь держим с родителями, так как не держать эту тесную связь по вообще, как говорится, этого костяка мы не имеем права, потому что у нас очень сложное село, сложная молодежь, в принципе, не скажем, если трудно. И, конечно же, контакт мы держим с родителями очень тесно. На сдаче ЕГЭ, конечно же, мы их часто собираем, потому что это выпускники, в принципе, нам приходится по своей работе очень тесно держать связь с этими родителями, потому что даже на ЕГЭ, когда мы возим детей, мы обязательно приглашаем родителей, и с нами едут родители, помогают они нам. Спасибо. Ну, по поводу молодежи, она у нас везде одинаковая. В любом случае, это наша Нам молодежь. казалось, что у нас в селе они более сложные. Они одинаковые, дети, они есть везде дети. Спасибо. Сейчас. Скажите, пожалуйста, вот в программе вашей программе развития образовательной организации, которую вы представляли, оглашали, вы тоже очень много говорите о кружковой работе, о внеклассной работе, воспитании детей в неурочное время. Сколько у вас кружков в школе? Планируете ли вы их расширять и как у вас там обстоят дела? У нас всего 2 кружка, по 0,5, 4 кружка у нас выходит. Кружок по физике, юный физик, есть спортивный. Да, есть спортивный кружок по боксу, где у нас очень много мест занимают ребята. У нас сейчас в Карабулаке заняли 1-е, 2-е места и даже медаль получили, взяли кубок. Этот кружок у нас очень хорошо работает. Есть 2.05 еще по умелые руки. Поздравляю. Конечно. Скажите, пожалуйста, прием детей, вообще общеобразовательная организация, ваша организация, как вы осуществляете? Какой порядок приема детей? Вообще-то у нас есть садик пришкольный. Мы в основном из садика забираем начальные классы. Порядок. Мне расскажите про порядок приема детей. Ну, допустим, возьмем 1 класс. В каких случаях вы можете отказать в приеме 1 класс, допустим? Во-первых, в 1 класс мы не отказываем этим детям, потому что у нас одно село.
То есть одна школа, я извиняюсь, в селе одна школа. И отказать мы не имеем права, как мы можем отказать от принятия первого класса. То есть... Да, мы берем абсолютно всех. Хорошо, тогда каким законом регулируется у нас порядок приема детей в школу федеральным? Какой-нибудь приказ? Федеральным законом образования. А еще порядок. Каким приказом надо установлен порядок приема детей? Тридцать вторая статья закона. Приказ. Приказ. Основной документ, разумеется, закон. На основании статьи вы должны сдавать свой локальный акт. Да, понятно. Сколько баллов? Смотрите, пожалуйста. Хороший, отличный результат. Есть вопросы? Хорошо. Пожалуйста, если будет принято решение о вашем назначении конкурсной комиссии, если будет рекомендовано, у вас очень хорошая была программа развития, пожалуйста, постарайтесь ее реализовать. Если ее реализовать, это очень хороший вклад в качество образования и воспитания наших детей. Спасибо. Мархиеву Петимат Магомедовну, пожалуйста, пригласите. Что с вами? Я гриппую. Не гриппую. Грипп? Ничего, вы болеете гриппом, все равно пришли на конкурс, да? Что делать? Ну ничего, я надеюсь, члены конкурсной комиссии примут это во внимание. Мархиева Петимат Магомедовна в 91 году окончила университет по специальности учитель русского языка и литературы. Свободно читает и переводит с английского языка. Заместитель директора школы номер 23 в сельском поселении Энергии работала 2 года. Так, в настоящее время является исполняющей обязанности этой школы, да, на которую она претендует. Уважаемые коллеги, есть ли у вас вопросы? Сколько вопросов вы сказали, ответила? Посмотрите, пожалуйста, вопросов сколько? 23, тоже хороший результат, хороший показатель. Ну, расскажите нам, как у вас дела обстоят в школе. Обстоят дела в школе, о вашей программе развития образования. У нас очень старенькая школа, 28-го года постройки, и немножко долгожители нашего села говорят, что, наверное, будем отмечать скоро столетие. Хочется надеяться, что и правительство, и министерство как-то пойдут в нашу проблему. Да. О, сейчас. Ну, ваши идеи, сейчас я... Все ваши идеи, все ваши проекты, они все возможны у вас в программе развития образования. Часть из них у вас уже находится на реализации, половину вы уже сделали. Ну, похвастайтесь нам, похвастайтесь, у вас же есть реальные результаты. Есть, я хочу похвастаться тем, что последние 3 года у нас не было ни одного отрицательного результата по сдаче ЕГЭ. То есть у вас последний год не было, нет, ни одного человека? Нет, а последний год вот у нас было 10 выпускников. Мне очень отрадно, что из них у нас было 2 пятерки, 4 четверки, 4 тройки. Мне кажется, это очень хороший результат для сдачи ЕГЭ. То, что дети хорошо очень сдали. Поэтому, есть мне вопросы кажется, это неплохой результат. конкурсной комиссии? Хорошо. Она болеет. Вы знаете, да, Патимат Магомедовна, ну, во-первых, да, ваши успехи, конечно, они уже видны в должности исполняющего обязанности. Вместе с тем, мы знаем, что в Инарках у нас 2 школы, одна 12-я, которая говорила Патимат Баширна, да, вторая 23-я. То есть есть нам как бы куда расти, правильно? И нам очень хотелось бы, это, безусловно, заслуга, основная задача, это оказание государственной услуги. Если у вас нет детей, которые не получили аттестат, это просто замечательно. Но помимо этого, помимо итоговой аттестации, есть еще и промежуточные, правильно? Поэтому скажите, пожалуйста, вы участвуете во внешних, внутренних каких-то оценочных процедурах? Мы
участвуем. Вот мы очень, по-моему, неплохо сдали ВПР 4 класс в прошлом Да. году. Сентябрьские все мониторинги мы прошли неплохо. Да. Я считаю, что неплохой это результат был после того, когда мы подвели. В этом во всем мы участвуем. Мне кажется, это неплохо. Даже у нас результат неплохой. Маленькая школа, деток мало, но результаты есть. Все-таки из того малого числа людей, на которые мы обратим внимание, мне кажется, если сравнивать с большими школами, в маленькой, говорят, найти ничего. Если очень хорошо постараться, и там есть с кем работать, и каких-то результатов с ними можно тоже достичь. Замечательно. Да. Безусловно. Безусловно, да. Если у вас маленькая школа, и если у вас 10 выпускников, все эти 10 выпускников должны учиться на 5. Разумеется. Ну, это да, может быть. Конечно. Конечно. Будем расти. Растите, да. И выздоравливайте. Спасибо. Так, хорошо, уважаемые коллеги, вы можете. Спасибо. Уважаемые коллеги, это был один из последний из наших участников конкурса. Мы завершаем конкурс. Я благодарю участников конкурса. Большое спасибо членам конкурсной комиссии. Сегодня конкурс у нас завершился 3-й этап. Итоги мы подведем сейчас путем голосования в другом помещении по каждой кандидатуре. Проведение 3-го этапа конкурса, равно как и в 2 предыдущих, у нас участвовали работники Министерства образования, общественной организации, представители правительства, Института повышения квалификации, представители школ. Я благодарю всех за плодотворную работу. Скажите, пожалуйста, мне перед завершением, есть ли у кого-либо замечания, предложения, претензии по поводу проведения конкурсной процедуры? Есть? Нет. Спасибо. Успехов. А результаты итогового голосования мы огласим, будем приглашать каждого из претендентов сюда, в министерство. Спасибо.